самом начале, то есть я поняла, что для меня была какая-то вот эта сложность, связанная с тем, что это должна быть башкирская история, но в то же время современная. Одновременно это должна быть какая-то теплая, ну, то есть история про людей, да, а музыка, она модернистская в этой опере. То есть вот совместить это все в один такой какой-то клубок, узел, чтобы оно органично сплелось, это было непросто для меня. Но в какой-то момент мне показалось, что я нашла этот баланс. Очень много, да, я изучила материала и пришла к выводу, что самые верные источники — это все-таки музей. Парадоксально тут получилось, потому что в интернете очень много буквально противоречащей друг другу информации. Я поняла, что верить этому нельзя. И поэтому я, наоборот, очень много говорила с людьми, которые живут в этой традиции. Ну, понятно, что это уже современная как бы информация, но тем не менее много моментов я просто из общения с людьми почерпнула. И мы сходили, прям у нас была такая миссия, мы сходили в музей, в краеведческий, все там дотошно рассмотрели. Я много фотографировала и использовала эти материалы потом в производстве бутафории, в частности. Декорации, они прямо откровенно, конечно, модернистские, потому что, с одной стороны, мы используем традиционные мотивы. Вот у нас есть как бы юрта на сцене, но она сделана из просто, то есть это металлоконструкция, обшитая пластиком, обтянутая там пленкой, которая дает спецэффект. То есть это прямо хай-тек материалы в традициях башкирских. У нас есть такой, как бы, не знаю, как это назвать, элемент, арка или купол, который как раз ограничивает как бы этот народ. Потому что традиции, они, с одной стороны, они же служат сохранению, да, рода, чтобы все не рассыпалось, не развалилось. Это как бы закон, в рамках которого люди могут продолжать существовать длительное время. Это то, что их регулирует. И в то же время, ну вот, нужно найти, да, эту грань, где закон не противоречит человечности и какому-то здравому смыслу. И вот эта тема ограничения, то есть у нас есть арка, есть откровенный прямо забор, который я выстроила, вот, который ограничивает это селение, ну, условное, да. Вот эта тема прямо в сценографии прямо жирно прозвучала. И поэтому сценография, она получилась у нас такой откровенно минималистичной. Ну, то есть она достаточно холодная, современная, четкие, очень лаконичные какие-то выверенные минималистичные детали, линии. И в то же время мы захотели, чтобы люди, они сохранились как бы вот живыми, чтобы это был не какой-то абстрактный, да, там, башкирский народ, чтобы это были теплые какие-то живые узнаваемые персонажи. Ну, необычный, наверное, будет сам в целом подход, я думаю, для зрителя даже скорее к башкирскому костюму, потому что традиционно это, конечно, буйство цвета, это сочетание зеленого с розовым, атласные какие-то ткани. Тут мы постарались найти все-таки такую элегантную какую-то графику в решении костюма народного прежде всего. Будут и откровенно канонические образы, это все, несомненно, есть, но вот в целом решение народного костюма, наверное, оно такое достаточно новое, может быть. Ну, либо, ну, не хотелось бы, чтобы оно так воспринялось. Но вообще работать с народным материалом всегда интересно, потому что есть большая глубина в этом, интересно работать с традициями, как раз вот искать, как с этим можно взаимодействовать, что из этого можно новое достать. Да, чтобы оно не было замыленное какое-то такое, вот, а свежее что-то доставать из традиции. Это интересно всегда. Да, у меня было несколько таких опытов, и всегда они были для меня достаточно интересные, потому что мне на самом деле нравится работать, когда есть некий заданный канон, а внутри него ты можешь как бы творить. И здесь как раз есть такой момент, потому что нужно было совместить вот эту башкирскую какую-то традицию, чтобы это было читаемо, узнаваемо. И в то же время от режиссера была прямая задача, чтобы это было современное прочтение истории. И мне, конечно, такая задача зажгла. То есть мне было интересно работать с этим материалом.